Так, ну-ка сюда, садитесь. Здесь, во-первых, ошибка произошла по вине администрации президента. Должны были собрать все правительство. Вопрос один. Нам нужна сильная исполнительная власть, соответствующая сегодняшнему требованию в сегодняшнем времени. Коррупция есть, бюрократизма полно, чиновничества полно, потеря всех ориентиров есть. Поэтому я принял решение и в соответствии с Конституцией объявляю об отставке правительства. Есть вопросы? В 1993 году молодой генерал, герой афганской кампании, председатель комитета по делам воинов-интернационалистов Руслан Аушев стал президентом вновь образованной республики Ингушетия. Обаятельный, честный, решительный в поступках, он популярен в России, его уважают на Северном Кавказе, а на родине просто боготворят. Вот они, братья Аушевы, гордость и краса советской армии. Все трое воевали в Афганистане, все трое получили ранения. Сыновья воюют, у матери сердце болит. Зато отец гордится сыновьями. Настоящие мужчины, воины, ингуши. Мы выросли в 60-е годы, когда патриотизм был на очень высоком ноте. Все хотели быть Гагариными, все хотели летать, все хотели совершать подвиги. Я тоже хотел, как и все. Они понимали, что защищают интересы своей страны. Готовы были умереть за страну. Там обрели обостренное чувство справедливости. Дружбой, которая зародилась в Афгане, дорожат и сегодня. Уважение, заработанное там, дорогого стоит. Руслан уже был второй раз в Афганистане, был начальником штаба полка. Вот, а Муса Келигов в это время служил сержантом в Чехословакии. Ну, срочной службы. И отец ему написал, что вот в Афганистане служит наш земляк, герой Советского Союза, Аушев, да. А ты там, значит, в Чехословакии отдыхаешь, и, в общем-то, вроде бы не на переднем крае. Он пересек нелегально две границы. Чехословакия, Советский Союз, Советский Союз, Афганистан, прибыл в кабинет к Руслану товарищ подполковник, сержант Келиков. Да. Мне отец приказал закончить службу, а ему оставалось где-то полгода, или год служить еще. Вот так вот он, в общем-то, еще и воспитывал своих земляков. Просто своим именем одним. Так, Руслан, ты меня извини, не смог. Мы все, договорились да, с Магомедом, уже вылетать собрались. Ну нет, ну ты сам знаешь, праздник для военных, как для лошади свадьбы. И для президента тоже, наверное. А, кстати, можно вообще президента Мусульманской Республики поздравить с Рождеством Христовым? Как старый коммунист. А 8 марта что ты будешь делать? Мне интересно. 8 марта что ты будешь делать? Уйдешь в горы. Эти башни построены предками ингушей. Они ушли сюда в горы от Золотой Орды еще в XIII веке. С этих башен отражали они набеги врагов, но не враги, а время разрушило эти бастионы. Хроника начала века сохранила нам зарисовки жизни ингушей, какой она была на протяжении веков. Рассеяны среди скал пастбища, пахотной земли не хватает, ее обрабатывают со старанием. Природа каменных обрывов и скупой земли закалила все существо горца.
все сопряжено с трудом и риском. Горцы гостеприимны, всегда готовы прийти на помощь, в разборе дел между соплеменниками весьма справедливы, поступают, как велит обычай. Жизнь и имущество каждого защищает весь род, обидчику мстят кровью. После 1917 года Кавказский котел был энергично перемешан. Народы Северного Кавказа объединяют в Горскую республику, но уже в 1924 году Ингушетия получает автономию, и позже ее объединяют с Чечней. А в 1944 поголовная депортация в Казахстан. Так ингуши и чеченцы разделили судьбу поволжских немцев, калмыков, крымских татар и вынужденно включились в великое переселение народов. И вот, вы знаете, 2 часа дали на сборы, какие-то за 2 часа что возьмешь? И вот когда везли, холодные, умирали, трупы выбрасывали прямо в снег, хоронить не давали. Вот когда привезли в Казахстан, а там зима настоящая, значит так, это в конце февраля, в начале марта, в общем, марта месяца, там еще бураны идут, снег, мороз 30-40 градусов, заболели тифом. И буквально такие семьи целиком, значит, вымирали. В общем, 50% там погибло. Там, в Казахстане, в 1947 году, молодой султан Аушев встретил свою будущую жену. Двоюродный брат говорит моему брату, ему, говорит, надо жениться на мне. Да. А вот, говорит, тут рядом, в 8 километрах, есть хорошая семья и хорошая девушка у них есть. Может быть, я говорю, если им понравится, может быть, мы сумели бы. И вот поехали мы. Вот настоящие смотрины были. Не гулять ингушу на своей свадьбе. Таков здешний обычай. Жених должен прятаться от гостей. А свадьба идет уже 5-й день. И это уже 5-й котел готовят гостям. А еще ингушский этикет запрещает зятю видеться с тещей. Старики хранят традиции, молодые им следуют. Если я буду с гостями сидеть, сыновья мои не сядут за стол. Они будут стоять и обслуживать. Вот был такой момент, я вам очень интересный момент расскажу. 82-й год. Значит так, мы с Тамарой одни живем в Грозном. У нас там свой домик, значит, виноградные лозы, там все, значит, так, весь виноград, весь дом накрыт виноградом. Вот когда Руслан приехал, уже героем Советского Союза, мы только с ней дома, ну, к нам в гости из Москвы, из Казахстана, из этой республики, там, с Кабарды, с Осетии. Вот один момент был такой. С этими гостями я сел, ну, когда в гости надо же все это отметить. Мы сели, там столы поставили во дворе под виноградом. А кто обслуживает? Руслан обслуживает. Сели 12 часов дня, вот 6 часов вечера мы еще сидим. Он подносит, наливает, мы сидим. В 8 вечера, а один из гостей не выдержал. Слушай, говорит, на меня, Султан Исабович, я говорю, какой ты изверг на меня. А я говорю, почему? Что, ты не видишь, что ли? Сколько ему можно? Говорит, то, что уже 8 часов на ногах стоит, он не кушал, не ел. Ты что? Я говорю, в чем дело? Почему я изверг? Он на меня. Я говорю, знаете, я своему отцу стоял так, как он сейчас стоит. Мой отец своему отцу стоял, это у нас в законе, я говорю. Если я говорю, ту минуту, ту секунду, когда он скажет, что я устал, я хочу кушать, я все такое, я говорю, он не мой сын, и он не ингуш тогда. Вот поэтому, наверное, я считаю, у нас вот наши ребята в Афганистане выдерживали там нагрузки, не плакали, что они холодные, что это такое. Вот смотри, наши ребята служили в Германии, в Чехословакии, в других городах, в Афганистане. Нет такого случая, чтобы они, значит, не вернулись домой, а там пошли за этими мелкими рублями или там предали родину, умчались там в Англию, там в Соединенные Штаты. И...
Ваш президент человек азартный? Азартный. И в делах. Понаблюдайте за президентом, пока зачитывает свой отчет очередной чиновник. Видите, как иссякает его терпение? Доклад у вас красивый, как вы напомните КПСС. Мама, ну, пожалуйста. Вот сколько у вас возбуждено уголовное дело? Сколько у нас осуждено за налоговую? 6. Ну вот и все показатели. Лично сколько вы, как орган дознания, сколько вы передали по вашим документам, сколько было заседаний в суде? 9 дел с обвинительным заключением. 9 дел при нашей ситуации 9 дел у вас? Ну так и говорите. Вы мне скажите, лучше стали наши люди жить от того, что вы действуете? Не лучше. Вот маломальски зайдешь, чиновничек, вот такой маленький. И так он обустроен весь там внутри. И у него там и накаты, и последнее слово мебель. А вы выходите со своего кабинета, грязь грязью, палец о палец не дали. Нечего чиновников разводить. Вот как в Японии, как в Америке. В кабинет, да, как сидят в Японии, в Америке? Чтобы никто не занимался. Сидит напротив своего начальника, вот они в кругу сидят и все смотрят. А у нас как закроется и... Москва выделила деньги на свое здание. Ну стройте, если деньги у вас есть, стройте. Стройте. Строите. Здание выкупаем сейчас. Выкупайте свое здание. Вот немножко, если добавить правительство. Все, это не вопрос Совета Безопасности. Мелочь собираем, а киты уходят отсюда. Это по моему личному контролю, этот Нестеровский ликероводочный завод. Если бы я не контролировал, то угорать уплыл бы. Так, нет, Сергеевич? Если бы я не контролировал, лично я уплыл бы, парень. Еще неизвестно, может Еще, да, неизвестно. Еще посмотрим, да. Она пойдет в суд или нет, тоже не пойдет. Суд пойдет, а посмотрим, что там, я еще суды буду отслеживать. Назовите мне какое-нибудь преступление в республике, где бы там косвенно или впрямую не участвовали сотрудники МВД. Есть такое? Товарищ прокурор, есть? Вот. А как же? Вот для чего нужно все, проверка делать. Поэтому по этим 80 надо разбираться персонально по каждому. Но то, что МВД надо вычищать, другого слова нет. Не только МВД, и другие правоохранительные органы. Это однозначно. Которые, скажем, работали на ней, оказались достаточно порядочно, не сохранили по сегодняшнему дню. Зависело от руководителя. Значит, это целое. Это так называемый блок складов. Вот там сушим, потом по этой линии тут просто складируется. Вот емкости силоса. Тут складируем. Вот здесь внизу финская упаковочная линия. Пошел, Султан. Могут жить. 2,5 месяца вот работал предъявитель. После него, при нем 2 недели мы работали. Так? Выработанный порошок на сегодняшний день. Вы тогда сказали, у него есть уже продукция своя, он может реализовать. Рыночная экономика, пусть находит клиентов, пусть вам зарплата будет, на первый случай я вам помогу. Ваши слова. Вы дали, не дали, мы не знаем, мы от вас ничего не получили. Мы на сегодняшний день этих денег не получили. Видели мы эти деньги? Да, не видели. Не видели. Вам деньги за порошок никто не предлагает. Вот я послушал, вам предлагают вместо вашего порошка предлагают трубы, газ, свет и так далее. В смысле? Я же тоже говорю, что вам трубы не нужны. Раньше было. Раньше, когда был завод с Москвы, говорили, давайте вот стану. 1000 тонн туда, 1000 тонн туда, и все подкреплялось деньгами. Сегодня подкрепляется, никто деньгами не подкрепляет. Туркмены говорят, давайте мы вам газ дадим. А зачем нам газ нужен? Нам деньги нужны, правильно? Эти говорят, мы вам трубы дадим. Другие говорят, мы вам сахар дадим. Это вы должны получить сахар. Потом вы здесь будете спорить друг с другом, по какой цене сахар продали. А, не так продали, директор вор, все воры. Опять будет шуметь. Правильно? Давайте завод закроем. Он не рентабельный. А люди что должны? А что люди должны? Где работать? По всей России закрывается крупнейший предприятие. А это закроешь, никакой трагедии не будет. Потому что надо по-другому сегодня работать. По-другому подходить. Так нельзя же, так, у вас сколько долгов. Вы местный бюджет не платите, за газ не платите, за свет не платите. А кто будет платить? Мы будем платить. А как же вы хотели? Вон, пойдите, посмотрите. Ну а вот завод закрывать. Не работающий завод. Закрывать.
Работающий завод. Мне шлям на базар, на рынок, денег нет. А что это пособие? Слушай, ты занимайся, ты хоть немножко экономикой занимайся. Рассказывай, откуда, что деньги не печатают никто, их надо зарабатывать. Все, давайте, два пути. Первый путь, или я закрываю завод, Банкрат. А второй я еще подумаю. Подумаю сейчас. Сейчас я подумаю. Когда были события, вот эти трагические 92 года, я приехал сюда, на родину, что-то предпринять в том, чтобы остановить это все. То, что здесь происходило, как-то помочь своему народу. Ну и когда я прибыл сюда 1 ноября, здесь ситуация была, конечно, очень трагическая. В пригородном районе все ингушские населенные пункты уничтожались, убивали людей, разрушали населенные дома. В общем, 16 населенных пунктов было уничтожено, и 70 тысяч было этапировано силой и так далее, в Ингушетию. 92-й год оставил в сердцах ингушей боль, гнев и обиду. Пепелища сожженных домов по сей день напоминают о нем. Этой кровью взорвался тлеющий территориальный спор между ингушами и осетинами. Так что же это было? Лопнуло чье-то терпение? Или рвущиеся к власти лидеры разыграли национальную карту? Или российское руководство пыталось разжечь костер под боком у Дудаева? Ну, я-то видел, что главный удар идет на Чечню. Я это уже там было понятно, что ингуши просто заложники этой политики, и главный удар через ингушей идет на Грозный, на Дудаева. Вот. И вот так я был назначен исполняющим обязанности главы временной администрации Ингушетии, потому что здесь никого не было. Я понял, что меня втягивают в эту политику, откровенную такую античеловеческую, по-другому не назовешь, антилюдскую, антикавказскую. Я сказал, я ухожу. Ну а потом люди начали называть, ты нас бросил, тяжелое время. И так далее. Я сказал, я готов вернуться, только чтобы был мандат не какого чиновника, а чтобы был мандат народа. Президент наш неожиданно хороший нам попал, президент. Его еще будучи в Афганистане на войне, ингуши его знали отлично. В то время, еще когда он там еще и присваивали герою Советского Союза. Но то, что вот за 4 года здесь изменилось, за 70 лет здесь не было таких изменений. Понимаете, и в строительстве, и в дорогах, и в других всех вопросах, жилье, любой вопрос, газификация, водопровод. Что стоит для Болгобецкого района один водопровод, который отсюда проводит? Это же мы же всю жизнь мучились. Где самые горячие точки, вы знаете, Грозный. Он, зная, что там может и не вернуться оттуда, все-таки, чтобы для мира, налаживания мира, он ездил туда же, и мне кажется, что 80% это Руслан Аушев наладил мир в Чечне и России. Аушев предупреждал российские власти об авантюрности ввода войск в Чечню. Убеждал, что национальные вопросы нельзя решать артиллерией и самолетами. Протестовал против втягивания ингушей в войну. Ингушетия приняла чеченских беженцев. Назрань не раз становилась местом переговоров между чеченскими лидерами и федеральным руководством. Ингушские предания сохранили имя легендарного воина-строителя Янда. Он брался за оружие, когда надо было защищать родину, и возводил те башни, что вы видели, когда наступал мир. Его портрет висит в кабинете президента. Для Руслана Аушева тоже наступило время строить. Сюда, в горы, в дальние селения тянут нитку газопровода. Когда закончишь? Я сказал, 2 недели.
все закончится. Если будет решено, допустим, как вы сказали, с подземными переходами. Делай, как делать. Раз уже начали. Так Как делать, так и делать. Да? делай. Так, ну что, где наши газовики? Вы мне сказали, 5 декабря заканчивается. Правильно? 5 декабря. 5 декабря. Я говорю. 5 декабря. Сегодня какой декабря? 10. 10. Ага. Ну, знак, Бог обет цар, с нами говорят. Ёхца. Ну, сама идут цар, и дорога. Идут. Да, сон трупот, ты, кадр ди, вольдер ди. У тебя есть проект. Ну, проект, я Бахмет, Бах, ему В Турботе, в любое время, если какие-то сопротивления, вам, ребята, задавайте мне вопрос. Вы сказали там, допустим, внизу, если, допустим, нет проекта, не хотят делать... Хотят делать ключи без газа. Без газа ничего. Никто подключать не будет. Хочешь мы делать кое-что? Ага, мы говорим, да, что? Подключение. Что ж мы делаем с подключением? Вот не харцева, подключение, хаят. Ты уж echt дождь. Да, да, озер. Седочек, избан газы лайшон. Мувалар, Мувалар, президент не ходит, есть надо, кушать не ходит. А ну, Мувалар, быстро, газы очень. Ветераны войны, ветераны, он там нафиг. Эггер, Мисквош, Марвот, ты же дух Биргов, остался, сынок посмотрит. Остальные вперед. Хочешь так, хочешь так. Все, вперед. А начинать пришлось практически с нуля. 4 года назад здесь не было не только промышленности, но даже какой бы то ни было базы, чтобы ее создать. Уже 2 года в республике действует зона экономического благоприятствования. Налоговые привилегии обеспечили приток инвестиций в экономику Ингушетии. Появились возможности для создания предприятий мелкого и среднего бизнеса, стало быть, и новых рабочих мест. Многие предприятия, которые были на картотеке, они ожили. То есть люди начали получать зарплату. Люди начали воспроизводство. Ну, допустим, ну кто-нибудь, может, какой-то из этой прибыли, ну что-то там унесет. Ну, все же не унесет. В любом случае он вложит в производство. Вот. Мы же здесь будем стоить. Я не буду стоить на Мальте там, или в Америке, или в Японии. Я буду стоить на территории Российской Федерации. В зоне зарегистрировано более 2000 предприятий, в том числе несколько десятков иностранных. Англичане, словаки, турки, финны развернули строительство жилых и промышленных объектов. Строят все – заводы и спортзалы, автодороги и детские площадки, железнодорожный вокзал и аэропорт. А недавно вступил в действие закон о Центре международного бизнеса Ингушетии. Это первый офшор в России. Трижды сенаторы отклоняли проект закона о создании в Ингушетии офшорной зоны. А когда Шумейко вновь предложил разобраться, почему же не проходит решение, которое поможет Ингушетии выйти из кризисной ситуации, пришло известие о штурме Первомайского. Здесь Руслан Аушев, он стал и говорит, я снимаю этот закон, давайте будем обсуждать вот эту проблему, там гибнут люди, там льется кровь. Я еще раз убеждаюсь в том, что все-таки президент Ингушетии генерал Аушев, Руслан Аушев, порядочный, честный человек. Поступки он как бы весь был. И вот здесь все-таки люди порядочные в этом Совете Федерации. Все-таки они поняли, там тоже люди, которым нужно и жилье, которым надо восстанавливать и создавать свою экономику. И почти единогласно этот закон был принят. Вообще, я считаю, что одна из главных ошибок, которые происходят вообще в развитии любого государства, что жалеют деньги на образование. Когда жалеют средства на образование и здравоохранение, не будет этого будущего ни этого государства, ни этой республики, ни этой страны. Ну вот мы лицеи построили, мы отремонтировали многие школы, колледжи открыли. Но самое, считаю, что такое учебное заведение, которое потом в будущем скажет о себе, это будет кадетский корпус. Все же нравится Толстой, всем нравится Пушкин, всем нравятся полководцы наши нравятся. А вдруг?
А ваш сын кем хочет? Мой сын будет, кем он захочет, кем он будет. Нет, а вы знаете, кем он хочет? Не знаю, я с ним об этом не разговариваю. А кем он хочет быть? Шахтер. Недалеко от Назрани заложен новый город. Ему дали имя Магас, что значит «город солнца». Это будет столица Ингушетии. Пусть же доброй будет его судьба. Пусть не узнает он ни войн, ни раздора, ни разрушения. Пусть минует его голод, страх и ненастье. Пусть это будет город солнца.